Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится вновь в гостях у Иннокентия Аполлоновича. Здравствуйте. Знакомьтесь, да. Кто не знает, Иннокентий Аполлонович работает у нас в науке уже много лет и знает очень много. То есть для нас это кладезь знаний. И сегодня мы пришли в гости не просто так. Сегодня мы будем говорить о пользе лекарственных растений, которые растут на территории нашей Якутии и о которых многие, возможно, не знают, либо не знают о их полезных свойствах, да? Вот именно для этого сегодня мы находимся здесь. Иннокентий Аполлонович, рассказывайте. Здравствуйте еще раз. У нас очень много полезных растений, как в природе, это дикорастущие, и так и у нас в саду и в огороде, это культурные растения. Но многие не знают, как правильно их готовить. Путают способы, методы, что такое настой, настойка, отвар, напар, мази. Путаются, да? Особенно в водных вытяжках. А на самом деле все проще, да? Да. Можно из растений, во-первых, готовить чаи, да? Есть такое растение в огороде, всем известное такое растение космополит. То есть он везде, где человек, да? Что же это? Где климат? Это морковь. Это ботва моркови. То есть то, что мы обычно утилизируем. Да, то, что большинство людей выкидывает. Выкидывает на дорогу, чтобы закрыть ухабы. В лучшем случае они делают из нее компост. Компост, компост это такое органическое удобрение, путем перепривания, там молочно-кислые процессы, получается удобрение, да? Оказывается, его можно использовать и в пищу, и в целебных целях, да? Вот есть такой витамин А и другие каротиноиды, да? Витамин А. Его в ботве моркови больше 500 раз, чем в самом корнеплоде. Да вы что? А витаминов больше в 130, 120, все по-разному пишут. Витаминов и микроэлементов. Вот такое сокровище, оно часто выбрасывается. То есть мы зачастую с детства слышим о том, что хочешь хорошее зрение, ешь морковь. Да? Хочешь быть здоровым, ешь морковь. И эту морковь нам в рацион прям с самого детского сада, да, зачастую навязывают. Потом мы уже, собственно, если хотим, мы употребляем морковь уже по собственному желанию. Но на самом деле-то вся кладезь витаминов и пользы, она находится в ботве больше, чем в корнеплоде в самом, да? Вот, сейчас начали еще по сезонам года различать овощи, да? Оказывается, помидоры и свекла, они для пожилых людей в зимнее время противопоказаны. Да Почти что противопоказаны. Потому что зимой пожилой человек слабеет, они слишком богаты солями всевозможными. И получается колоссальная нагрузка на почки. Вот молодые могут свеклу круглогодично до 60 лет кушать. А морковь такой овощ, который он не вреден, солей мало, нормальное количество. Его можно круглый год смело кушать. Да. Если мы будем заготавливать ботву, то это колоссальнейшая польза для организма. Хорошо, но вот здесь это просто вот мы ее летом собрали, высушили, и все, и храним вот так в баночке. Как готовить, да? Да. Ботва срезается, ее можно просто сразу сушить, а можно ферментировать. У нас в прежние годы была передача про ферментацию. Что такое ферментация? Она делается для того, чтобы разрушить клеточные мембраны, оболочки. Когда разрушается клеточная мембрана, полезные вещества становятся более доступными. Вот. Но есть противники, да, ферментации. Некоторые вещества при этом концентрация падает, да. Поэтому я промежуточный вариант выбрал, да.
слегка ферментировал, помял до темноты, до выделения влаги и высушил. Ага. Поэтому у меня полуферментированный продукт. Итак. Загодя Да. я приготовил, потому что это требует большого времени, морковный чай. Самый такой легко приготавливаемый. Он готовится в пропорции 1 к 20. 1 часть травы, 20 воды. То есть, если, Попробуем, допустим, да? мы берем чайную ложку травы, а столовую, то 20 столовых ложек воды, да? Да. А завариваем или что делаем? Нет, ну это как вместо заварки. Заливаем кипятком, Ждем. даем настояться. Ну это разновидность, можно сказать, настоя. Вот, попробуйте, очень приятный целебный чай. И вот так, ничего не добавляю, ни меда, ни сахара, просто вот так и Да-да, пьем. можно добавить по вкусу. Ну, Нормальный чай. очень вкусный. Но на морковь не сразу поймешь, что морковь, да? Да. Ну, трава, ощущение есть, да? Вот Во всяком случае травянистое. не уступают Нет. индийскому чаю. Да и китайскому не уступят, по-моему. Но Вкусно. по пользе в разы больше, потому что морковь росла в наших суровых условиях. И, естественно, полезных веществ на порядок выше. Иннокентий Аполлоныч, можно переборщить с этим чаем? Или можно пить в большом количестве, хоть ежедневно? Или лучше не переусердствовать? Пропорция 1 к 20. Лучше ее придерживаться. Да? Люди, которые заболели, ослабли, могут немного в 2 раза повысить. 1 к 10. 10% травы, 90% воды. Чтобы ударную дозу полезных веществ для того, чтобы превозмочь, одолеть болезнь. Ну, а вообще в зимний период можно вот по чашечке в день выпивать, да? Зимний день... Ну, в зимний период, вот сейчас. Нет, хоть 3 чашечки. Хоть 30 чашечек? Нет, 3. 3. 3 чашечки. Утром, днем, вечером. Все. Ага. А детишкам можно? Детишкам можно Детишкам смело. можно. Абсолютно никаких побочных эффектов. Просто пропорция важна. 1 к 20. Итак, берем на заметку, у нас морковный чай. Постарайтесь запомнить, потому что сейчас-то ботву уже не найдешь, а вот в летний период вот эту драгоценную вещь не выбрасываем, а ферментируем, сушим, а затем зимой, и там осенью, весной употребляем вот такой полезный чай. Как говорит Иннокентий Аполлонович, не пожалеете об этом. Да? Хорошо, к следующему растению переходим. Да, вот это рододендрон золотистый. Редкое, ну, достаточно редкое, но не краснокнижное растение, кустарничек, растущий на хребтах Южной Якутии. Который очень красиво цветет, да? Который очень красиво цветет желтым цветом, да? Но он не везде. Он, когда его надо, не найдешь. Да. А когда не надо, Везде попадается. по закону подлости его можно везде найти. Из таких растений вот мясистые листья, достаточно мощные стебли, да, из них лучше готовить отвары. То есть их надо кипятить определенное время. Вот так. Если растения кипятят, какое-либо растение кипятят до 15 минут, то это называется настой. Настой. А если его больше 15 минут, тут щепа лиственницы, корней, прикорневой части лиственницы, она богата дигидрокверцетином, мощнейшим антиоксидантом. Сейчас рака много, и нужны антиоксиданты, которые выводят свободные радикалы, да? Как интересно. Ага. Щепа лиственницы 10 сантиметров от земли и 10 сантиметров вглубь. Часть корней и часть стебля получается. Так интересно. И это тоже высушиваем потом? Да, надо очень кропотливая работа. Ее надо измельчать ножом, щепу получить, чтобы она доступна стала. Вот ее надо кипятить где-то полчаса и больше, даже час. И тогда у нас получается отвар. Отвар. А здесь? До 15 минут кипятится вот
такие рододендрон золотистый и подобные другие растения, это получается настой. Итак, запоминаем, чай у нас был, это настой, то, что короткое время отваривается, а все, что дольше 30 минут, это уже навар. Отвар. Отвар. Ага. Еще вот разбираться надо, поэтому... Разбираться. Да, потому что все тут принципиально важно, да? Итак, вернемся все-таки к нашему растению, да? Допустим, мы его собрали вовремя, высушили, да? Это в летний период делается или когда? Все растения, да, большинство растений, цветущих растений, они во время цветения наиболее, надземная часть наиболее активна вот в период цветения. У рододендрона это когда? Период цветения, когда формируются вот генеративные, то есть органы размножения, да. А подземные части, да, такие растения, как золотой корень, тут нету образца. Ага. Золотой корень, корневая система, у которых заготавливается, то это надо делать ранней весной или поздно осенью, когда полезные вещества оттекли вниз, да? из надземной части в подземную, то есть в корни. Так, но этот мы собрали когда примерно? Это период цветения собиралось. Ну, примерно. Да. Месяц-то какой? Конец июня, начало июля. Собрали, высушили. Вот сейчас зимним вечером решили попить с него. Ну, его напиток. Надо варить, нужна плитка. Я просто поэтому не демонстрирую, потому что это требует очень большого времени. Ну, то есть его отварили и также пьем в виде... Отварили первый раз 3 минуты, причем листья варятся 3 раза. Листья и измельченные стебли варятся 3 раза. Первый раз 3 минуты, потом те же самые листья можно второй раз использовать для получения настоя. Тоже варить 5 минут, потом можно третий раз варить 7 минут. То есть листья трехкратного использования для получения настоя. Очень экономно получается. Да. Ну и тогда, конечно же, следующий вопрос. В чем нам может помочь этот настой, при каких проблемах, либо для профилактики каких заболеваний? Ну, исследованиями Сибирского отделения Российской академии наук установлено, что рододендрон золотистый самое сильное противораковое растение. К сожалению, число заболеваний злокачественных опухолей растет из года в год, что связано и с экологией, и с питанием, и с неправильным лечением, и другими факторами. Поэтому актуальнейшее растение – рододендрон золотистый. И если говорить про щепу от лиственницы, да, то это тоже, да? Тоже. От этих Тоже. заболеваний. Именно по содержанию дигидрокверцетина. Растение достаточно раскрученное за рубежом, в таких странах, как Соединенные Штаты, Япония, Германия. И у нас тоже начали выпускать такую фитопродукцию в виде таблеток, капсул. А можно получить ее из растения, которое есть у нас? Да, можно получить. Встретить лиственницу можно везде у нас. Лиственницы много, Да. достаточно одной. Правда, не забудьте приобрести лицензию в лесхозе, разрешение. Просто так поймают, это очень повлекет, конечно, такие последствия. правовые меры. Так, Поэтому можно, очень целебное рядом, коротко говоря. Да. Главное иметь на это лицензию и, собственно, знать, как и что заваривать, да? Иннокентий Аполлоныч, помимо вот чая, отвара, да, настоя, есть ли еще какие-то методы, которые можно использовать для того, чтобы получить что-то вот прям полезное из того или иного растения? Ну, все знают термоса, да? У всех, в каждой семье есть тот или иной вид термоса. Вот в термосе можно, оказывается, растения парить. При этом целебный продукт, такой жидкий целебный продукт называется напар. Вот здесь уже напары. Напар.
потому что на собственном пару. Герметично закрываются термоса, и получается, в чем отличие, да? В том, что вещества целебные сохраняются 100%. Они не подвергаются кипячению. Ага. Ну и не нуждаются в этом, правильно? Ага. То есть Не их достаточно да, просто да. запарить. Да, медленно остывает термос, и вещества полезные переходят в жидкость, не разрушаясь. Не более 100 градусов получается здесь. Да. Ага. Называется напар, запоминайте. Вот. Вот растение тысячелистник, да, который в шаговой доступности. Тоже везде. Везде растет. Ага. Это тоже очень хорошее растение целебное, да. Для чего она хороша? Она хороша для желудочно-кишечного тракта, прежде всего для печени и для того, чтобы не застаивалась желчь. Сейчас многие страдают, пожилые люди. Да. Ага. И молодые тоже. Да, я молодые. скажу. Камнями, да, камнями. Да. Желчь загущается, начинаются образовываться такие холестериновые камни. Частично даже оксалатные камни с участием кальция, да. Здесь на помощь придет тысячелистник. Здесь на помощь нам приходит тысячелистник. Мы его собираем, сушим. Мы его собираем, опять же, период цветения, которое происходит где-то начиная с 20-х чисел июня до 10 июля. Вот поэтому цветочки видим, да, вот эти? Да. Корзиночки такие, маленькие цветочки, они когда высушиваются, становятся желтого цвета, а так они в живом состоянии белые. Белые. Ага. Помещаем. Вот это литр, да? На 300 грамм столовая ложка. То есть на литр... На литр 3 столовые ложки травы измельченной. Вот. Одна ложка пошла. Ну, если есть блендер, то можно измельчить в блендере, правильно? Да. Блендер или кофемолка. Ну, это Можно вручную, да, в ступе. можно в ступе вот измельчить. Ага, продаются в хозмаркете разновидности ступ. Вот это деревянная ступа. Хорошо, да? Нет, а еще бывают тяжелые такие каменные или какие-то. Да, каменная она у меня стоит. Ну, я деревянную, да, предпочитаю. 3 ложки Вот, у нас 3 ложки есть получилось. И Горячей водой заливаем. Мы ее вот вскипятили только что. Заливаем так, чтобы не совсем полная была, больше половины. и таким образом оставляем. Потому да? что пар должен быть. То есть место для пара должно быть. Место для пара. Поэтому и называется на пар. Закрываем плотно И и оставляем на ночь. Все это делается вечером. На пар готовится 12 часов. Утром процеживаем, начинаем пить. По 2 столовые ложки. То есть это не чашками? Да. На пар чашками Потому что не пьем, да? достаточно сильно действующее растение. 2 чайные ложки на стакан вот этого напара, на стакан теплой воды смешивается и очень медленно, задерживая во рту, принимается. Вот так. Так что будьте аккуратны, да? Во рту слизистая уже начинается, и уже лекарственные вещества начинают проникать. В организм. То есть растение начинает работать. Поэтому не увлекайтесь теми или иными травами, потому что зачастую некоторые из них могут быть достаточно такими насыщенными, да? Да. И Придерживаться надо дозы. определенно. Сейчас много литературы, специальной литературы. Только мой совет, надо литературу научную смотреть, вот такую медицинскую литературу, и которая написана вот биологами или медиками, фитотерапевтами. Очень много любителей, которые
часто путают даже растения, Да. путают дозы. Да, и тогда, конечно, это может принести урон, да, человеку, нежели нанести. да, нанести. Поэтому будьте аккуратнее при выборе той или иной литературы, потому что, как сказал Иннокентий Аполлонович, нужно понимать, что это должны делать люди образованные, да, Да. советы давать, Ага, специалисты. Да, они авось кабы, да, там. Итак, движемся далее. У нас есть еще, да, один момент, и это мы сейчас с вами сделаем что? Еще из лекарственных растений в домашних условиях можно готовить мазь. Опять же, рододендрон. Загодя я в обычной бытовой кофемолке приготовил, да? Порошок. Порошок приготовил. Измельчили. Ага, измельчил, приготовил порошок. Смотрите, ты. Вот маленькая баночка. Всыпаем небольшое количество совершенно. Ну, сколько плюс-минус нам надо? Ну где-то отсюда возьмем, лучше взять ложечкой. Вот. 1,5 ложечки. 1,5 ложечки. Заливаем все это дело простым растительным маслом. Получается пропорция. Пропорция тоже 1 к 10 должна быть и 1 к 5. Тут в данном случае будет 1 к 10. Я делаю все это на глазок, потому что уже Опытный человек. рука набита. Вот. Залили растительное масло. Все это тщательно, не торопясь, размешиваем. Размешиваем, размешиваем. После чего получившаяся смесь помещается на водяную баню. На водяную баню. Где она... Что такое водяная баня? Это вот посуду заливается вода, чтобы не закрывала данную баночку, меньше уровня, да, баночки. И кипятится в течение 1 часа. И мазь готова. То есть мы должны опустить это в кастрюльку какую-то, да? Сотейник, да? И водичка должна покрывать лишь часть баночки, да? Часть баночки. Ну, вот так, наверное, да? большую половину. Большую половину. И так кипятим целый час. Это называется водяная баня. А баночка не треснет? Баночка не треснет от этого, потому что там ниже 100 градусов будет содержимое. То есть и час она варится, и у нас появляется чудо-мазь. Мазь появляется. А она будет в жидком таком состоянии все равно, да? После чего небольшой кусочек воска, совершенно небольшой кусочек, с ноготок. Воск. Это воск я демонстрирую. Это воск якутских пчеловодов. А именно Залялова Марата, да? Есть такой крупный пчеловод. В этом году он получил очень много, тоннами мед. Вот. Отсюда берем кусочек и прямо в горячую мазь кидаем. Она достаточно быстро при размешивании растворяется. Это тоже, да? Вот получается загуститель и закрепитель, чтобы мазь не растекалась. И у нас есть баночка чудо-мази. Внимание, вопрос. Для чего, от чего и как пользоваться? Мази делаются, естественно, для наружного использования. Правда, можно их применять и на кончике ложки, прямо на самом, и внутрь. Потому что масло съедобное, а растение такое целебное. Его и внутрь можно. Но в основном наружно, да. Сейчас очень много стало кожных заболеваний, да. Всевозможные нейродерматиты, псориазы, экземы и другие, да. Трофические язвы, да, у многих есть. Пролежнями страдают пожилые люди. И вот эта вот рододендроновая мазь, она чудодейственная. Она нет такой кожной напасти, да? Ее даже на открытых ранах можно применять, которые бы не одолела
вот эта вот рододендроновая мазь. Да уж что. То есть вот Да. может справиться со всеми практически Со всеми- кожными заболеваниями, Ага, да. Можно интересно. для профилактики кандилом, папиллом ее применять, как косметическое средство, потому что мощнейший антиоксидант, препятствующий старению кожи для женщин, что важно очень для женщин. Вот так вот. То есть, смотрите, растения есть в Якутии, найти его можно. Растительное масло у многих тоже есть. Воск даже сейчас у нас на территории республики тоже можно найти. У нас очень много тех людей, кто разводит пчел, да. Нужно-то совсем немножко, да. А вот такой баночки хватит надолго. И вот что-то, какое-то раздражение, какой-то порез помазали, заживет, да. Такой домашний спасатель. К слову сказать, я пришел к выводу, все кожные проблемы, они, ну, 90%, да, 90% кожных проблем, экзем, псориазов, дерматитов всевозможных, они, причина этих заболеваний именно в печени человека. А сейчас очень много загрязняющих факторов, да, и экология плохая, и самое главное, питание, трансжиры, налево, направо применяются заменители всякие, искусственные белки появляются, искусственное мясо начали делать. Все это очень плохо отражается на печени. А когда печень это фильтр организма, да, и тогда, когда организм не может очиститься, он борется же, стремится избавиться от токсинов, поэтому открывает всякие вот эти язвочки, экземы и так далее. Поэтому надо лечить в первую очередь Печень. Печень. Ну, давайте подведем итог нашего выпуска сегодня, да, о том, что все-таки необходимо, как мы уже сказали, да, не забывать о том, что лекарственные растения есть у нас в республике. Самое главное, правильно их использовать и правильно знать дозировку, правильно? Да. При этом наши растения самые лучшие в мире, потому что у нас условия самые суровые. Зима длительная, самая холодная, заморозки, засуха, засоление. Все у нас наличествует. Вследствие этого растения наши целебные, их надо просто умело использовать. Ну и будьте здоровы, берегите себя, своих близких. Ну и, конечно, если вдруг что-то с вашим здоровьем случается, не обязательно пользоваться сразу лекарствами, да? Обратитесь вот к растениям нашей республики, и, возможно, именно они помогут вам и, соответственно, сделают вас более счастливыми и здоровыми. Берегите себя, смотрите наши выпуски, и Иннокентий Аполлонович уже делает с нами не первый раз чудо-мази, например, да? Мы делали их до жиру. Если вы хотите посмотреть, как сделать мазь на жиру жеребенка, мы делали и якутской коровы. И якутской коровы. Можете пересмотреть наши выпуски. На этом у нас все. Увидимся. До новых встреч.